Чаша терпения переполняется. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как застой в делимитации границ бьет по местному населению. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Еще год назад, говорит, уже делимитация, демаркация вопрос. Получается, что ничего не решалось. Вот как было, так и осталось все. Ну, поехал премьер-министр, ну, поехали там депутаты, ну, встретятся, давайте жить дружно, ребята, нельзя ругаться. Развернулись и уехали. Это специальная комиссия существует. Что такое демаркация, делимитация? Обозначить, забить столбики, потом это все на карте нанести, потом это утвердить, потом все, то есть юридическую сторону все нужно. Но это сначала надо сесть, обговорить, ребята, где мы, что мы согласны. Вот это участок, там отдаем, там отдаем. Жители юга Кыргызстана, проживающие близ таджикской и узбекской границ, требуют от нового правительства своей стороны принятия мер и скорейшего разрешения многолетних земельных споров. За последние десятилетия произошло много столкновений между жителями по обе стороны границы. Раньше столкновения ограничивались тем, что стороны бросали в друг друга палки и камни, а теперь они все чаще стали сопровождаться стрельбой и смертельными случаями. Но эти инциденты показывают, насколько деликатна ситуация и насколько сильны эмоции, что просто посадка деревьев чуть ли не привела к ожесточенным столкновениям. Председатель Кыргызстана по приграничным вопросам Назирбек Борубаев заявил на пресс-конференции, что многие наши граждане выдвигают заявление, что наши земли перешли к соседям, основываясь на неподтвержденной информации. Но некоторые в Кыргызстане подвергают это сомнению. Ташиев сказал, что бюджет на обеспечение безопасности границ будет увеличен, и он неоднократно давал обещания жителям приграничных селений Баткенской области задолго до того, как возглавил ГКНБ, что ни один квадратный сантиметр кыргызской территории не будет отдан соседям. Это, несомненно, устраивает людей в Кыргызстане, но это невыгодно для соседей, которые также ищут компромисса. То есть мы. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, как мы видим, в Кыргызстане также люди многое не знают, что власти хотят сделать с границами. И так же, как и мы, мучают себя предположениями. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Здесь надо оставить за государственными органами, потому что вопрос границы всегда решается государством, а не частными лицами. Обстановку, которая накаляется, его надо довести до нуля и дать спокойно проходить органам, государственным комиссиям, пограничникам сесть и спокойно решать вопрос. Потому что мы не вражеские страны, мы не враги друг другу. Барубаев сказал, при необходимости найдем что-то в архивах в Москве, а получив доказательства, решим вопросы границ. По большому счету, составленные после российской колонизации Центральной Азии карты являются основой для современных работ по демаркации границ для нынешних центральноазиатских государств, которых не существовало в то время. Встречи должностных лиц, которые занимаются изучением российско-советских карт для установления границ их стран, возможно, единственный способ добиться прогресса в достижении окончательных договоренностей по оставшимся рубежам 5 центральноазиатских государств. Но для людей, живущих в этих районах, вопрос о том, где должны быть границы, определяется тем, где расположены пахотные поля и пастбища, и где находятся источники воды. Тем временем, пока продолжаются переговоры о границе, в спорных районах есть участки земли, которые можно было бы использовать под сады или как пастбища, но они остаются незадействованными. Между тем, многие жители Кыргызстана, похоже, плохо осведомлены о заключениях предыдущих правительственных сделках касательно того, где территория Кыргызстана, а где нет. Так же, в принципе, как и в Таджикистане. Ведь наше правительство очень мало рассказывает о ситуации на границах. И из-за этого, можно сказать, происходят многие столкновения, ведь люди не знают правды, о чем договорились их правительства. Как вы считаете? Мы имеем право владеть открытой информацией о ситуации на границах. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нужна быстрая демаркация, иначе эти конфликты, повторяющиеся из года в год на границе, никогда не прекратятся. Здесь вся вина на кыргызской стороне, так как решение комиссии по демаркации и делимитации соседи не соблюдают. Нельзя идти на уступки. Эта земля, на которую сегодня претендует Кыргызстан, исторически принадлежит таджикскому народу. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.